Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем важном для себя вы совсем скоро узнаете. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие-то бурные события вас ждут. Очень как-то все резко будет меняться. Линии, понимаете, вот как зигзагами, загибами и прям глубокие изменения, перемены. Резко, быстро не успеете подготовиться. Не зря вы попали на мою отсыпку. Не зря. Смотрите, здесь вас ждет разочарование в каком-то человеке. Человек вам сейчас очень приятен и симпатичен. С этим человеком у вас задушевный разговор. Либо на этого человека, либо с этим человеком у вас какие-то обширные, далекие планы, да, перспективы, вот прям будущее думаете. Вы про этого человека узнаете правду. Ведь за спиной этот человек прячет людей. Да? Если это мужчина, скорее всего, у него женщина, да еще и не одна. Если это женщина, то у нее какие-то порочные связи. Ну вот знаете, может быть даже с чем-то связано таким вот неприличным, либо криминальным. Да? Вот что-то есть, какой-то бэкграунд просто ужасный. Скандальная идет информация. Вы как узнаете, вам не сразу поверится, да, либо после каких-то даже доказательств, только так вы поверите. Но здесь вам правду откроют именно высшие силы. Высшие силы вас берегут, защищают. И высшие силы не дадут вот этому человеку вас обмануть, либо не позволят, чтобы вы стали жертвой этого вот коварного человека. У вас с этим человеком прям разрыв происходит. Разрыв. Какой-то прям одномоментно идет. Мои хорошие, не надо печалиться о том, что вы потеряете этого человека, либо связь будет порвана с этим человеком. Лучше порадуйтесь, что вы не стали жертвой этого человека. Поверьте, у человека дурные мысли по поводу вас, либо человек дурное думал, либо готовил для вас. Вот что страшно. Но вовремя вы узнаете. Здесь тут информация, смотрите, как и от людей пойдет, и еще что-то сами найдете, да, вот что-то вы, как в голове пазл сложится, вот обрывки там слов, что-то где-то вас смутило, вы не обратили внимания, вы все вспомните. И вот полная идет картинка по поводу этого человека. Человек нехороший, абсолютно нехороший. И у вас идет разрыв с этим человеком. Так, здесь вот мужчина вышел, мужчина, которого вы давно знаете. Может быть сосед, может быть даже какой-то родственник. То есть вы давно знаете, вы дружите, вы общаетесь, но вот чисто дружеский формат идет. Здесь мне идет, что мужчинка этот, не знаю, то ли выпьет, то ли что-то на него найдет. Начнет вам признаваться в том, что он давно в вас влюблен, и что вот вы единственная женщина, кого он любит. С одной стороны, вам будет приятно это признание, с другой стороны, ну, я так скажу, да, возможно, если вы знаете, что он не свободен, либо, ну, как родственник, может быть, это муж там, вашей сестры, либо какой-то родственницы, то есть немножко как скандальная идет ситуация. Страшно будет, да, от того, что он признается. У вас такой непростой разговор с этим человеком произойдет. Знаете, вам придется его и успокоить, и уговорить, чтобы он молчал и дальше о своих чувствах. Но отношения после этого у вас поменяются. Отношения станут более теплыми между вами, да, вот как-то
И вы будете понимать, что поддержка, да, если что, вот я могу к нему подойти, он меня любит, он мне поможет. И мужчина будет понимать, что вот я высказался, да, я раскрыл свой самый большой секрет. То есть она знает, что я ее люблю. Вот как-то ему тоже полегче будет. Ну вот будете друг другу там периодически улыбаться, подмигивать, и вот как теплота между вами будет чувствоваться. Но отношений между вами я не вижу. Да, потому что тут какой-то блок, запрет стоит на эти отношения. А девчонки, кто думает, что вы никому не нужны, вас там никто не любит, ну вот это признание вас действительно порадует. И наконец-таки вы поверите, что вы женщина хоть куда. И что да, есть те, кто вас очень-очень любит. Так. Работа, рабочие вопросы. На работе, скорее всего. Либо вы чем-то занимаетесь. Да? Может быть, вы не работаете, но каким-то делом занимаетесь. Какие-то задачи у вас есть. Либо сейчас вы над чем-то работаете. Здесь, мои хорошие, какие-то важные идут перемены, изменения. Какие-то поблажки, какие-то улучшения, какие-то вот прям перспективки замаячат. Если вы хотели бросить дело, каким вы занимались, либо отказаться от личного участия в этом деле, там, перепоручить профессионалам, либо на работе, да, работа надоела, вас не повышают, вас не ценят, там, не платят, то благодаря этим двум переменам, а здесь именно две перемены, вы поменяете свое мнение, и вы как с удвоенной, утроенной энергией начнете дальше вот заниматься делом, либо на работе работать. Что-то хорошее вас ждет. Какое-то очень перспективное, очень светлое и вот приятное вам, понимаете, приятное. Кто-то на повышение, возможно, пойдет, либо узнает, что будет повышение зарплат, либо будет какая-то как ротация на работе, да, может быть, там будут улучшаться условия труда, может быть, какие-то дополнительные выплаты, там, пособия, не знаю, какая-то поддержка, может быть, сотрудникам будет оказана. А если вы занимаетесь своим делом, да, то есть какие-то тоже бонусы себе, может, дополнительные можно выбить, либо получить, либо какую-то компенсацию можно получить. Но в любом случае в двух направлениях, либо дважды улучшается ваша ситуация. И вы вот прям так глазки загораются, вы усиленно начинаете над этим работать, в это вкладываться. Так, мужчина, скорее всего, мужчина. У мужчины идет новая работа. Новая работа, либо в принципе, да, мужчина идет работать. Это может быть как и сын, так и муж, так и брат, так и отец. Смотрите, вы уже не верили. Вы не верили в то, что мужчина поменяет работу, либо начнет работать. Он до последнего, как партизан, будет молчать. И вы, вот когда он уже выйдет на работу, только тогда вы узнаете, что он поступил на работу, либо начал работать. Для вас это будет просто праздник на душе. С одной стороны праздник, с другой стороны будет страх, что а вдруг он сейчас там полдня отработает и опять домой придет и будет сидеть. Мои хорошие, в этот раз уже работа идет в долгую. Он ведь тоже страдал от того, что он лентяйничал, да, либо ничем не занимался. И он тоже себя чувствовал как униженным, да, что вот прям он сидит, бездельничает, а вы прям работаете и все на себе тащите. В любом случае, это хорошее событие, и это событие вас даже как-то примиряет. Вы, не знаю, как-то на новом уровне, да, по-новому общаетесь, более как-то доверительно, какие-то планы у вас пойдут. Опять же, да, дополнительная денежка пойдет. Мужчина будет стараться. Мужчина будет стараться, и смотрите, вот все будет тащить домой, в дом будет тащить, и покупать будет, и как не жадничать он тоже не будет. Девчонки, у кого мужчина пил и вел такой разгульный образ жизни, да, вот там из дома мог что-то выносить, последнее пропивать. Смотрите, он придет к вам с очень важным разговором, с разговором о том, что ему нужна ваша помощь, ваша поддержка, либо ваше участие. У него как бы серьезные мысли, планы на то, чтобы лечиться, на то, чтобы, не знаю, там, кодироваться, зашиваться. Может быть, знаете, как он скажет: я себе клинику нашел, ты будешь ко мне приходить, там, проведывать, либо помоги мне там вещи собрать. Вы аж прям ахнете. Вам кажется, что мужчина ваш пропащий, что он уже все, да, потерял человеческий облик, там, спился.
оскотинился, а он такой раз и говорит: нет, я хочу лечиться. Я понимаю, что пропадаю, я понимаю, что я причиняю боль, неприятности тебе, детям, вообще как позорище, да. Вот, я хочу поменять свою жизнь. Девчонки, поддержите, поддержите. Это очень хорошее начинание. Он действительно дошел до кондиции. Что-то произошло с ним, какая-то ситуация. Вот у него прям глаза открыли, что вот еще чуть-чуть и все. И все, и тебя нету, да, меня нету. Вот. Действительно, пожелание такое вот серьезное — вылечиться, желание избавиться от этой нехорошей привычки. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина, например, курил, вот он решит бросить курить. Тут вас будет просить там, его останавливать, да, либо просить что-то для него делать, да, чтобы ему было легче. Так, ну, для вас, конечно, это будет большая радость, шок и удивление. Дальше, мои хорошие, здесь кто-то будет замуж выходить, либо жениться. Я так понимаю, что идет знакомство с будущим, да, женихом или невестой. Не дома, сразу говорю, не дома, куда-то вас будут звать, приглашать, и знакомство будет, ну, либо в чужом доме, да, либо, может быть, в каком-то кафе-ресторане. Это может быть жених, либо невеста вашего ребенка, либо жених-невеста, ну, допустим, кого-то из ваших родственников, там, братья, сестры. Ну, как новый человек, причем как бы не один, я так понимаю, родители этого человека. Вот, с 3 людьми, с новыми вы познакомитесь. Люди, с кем вы познакомитесь, ну, такие неоднозначные. Скорее здесь нужно дать время этим людям, чтобы раскрыться. Они не очень контактные, ну, либо под волнением будут, да. Не пугайтесь этого. Первая встреча немножко как комом произойдет, да, либо первое вот это знакомство общее. Это нормально, это естественно. А потом еще разнакомитесь, еще поймете, с кем вы будете там родственниками становиться. Не думайте дурного, просто пойдите, получите удовольствие, посидите, пообщайтесь с людьми. Дальше, мои хорошие. Здесь вот какой-то пожилой человек. Тут желание у пожилого человека, желание что-то сделать хорошее, приятное, либо как-то вам помочь. Это может быть ваш пожилой родственник, может быть пожилой родственник со стороны вашего, например, супруга, либо просто пожилой человек, с кем вы общаетесь, да, кто вас знает. Здесь какое-то предложение пойдет от этого человека. Мне почему-то кажется, что это, ну, либо передача вам какого-то имущества, да, обмен, передача, либо предложение, да, если это не, ну, как не родной человек, да, могут предлагать вам присматривать за этим человеком и потом получить наследство. Но об этом вы будете много думать, какие-то консультации будете проводить, что-то здесь неоднозначно, и какие-то могут быть, ну, не совсем, может быть, условия, которые вам подойдут. Будете с какими-то адвокатами, с юристами, да, вот обсуждать эти вопросы. Но желание у человека чистое, то есть, да, человек по совести хочет поступить. Может быть, там с документами не все в порядке. Ну, как бы такой головничок вы себе немножко получите, потому что придется такие консультации проходить. Кстати, вот как не одна даже консультация идет. Так, дальше, мои милые. Кто с мужчиной вместе вот общается, встречается, либо проживает. У мужчины для вас какая-то поездка заготовлена, либо он готовит какую-то поездку. Здесь хорошие новости, да, вот он либо как договор будет какой-то показывать, либо билеты какие-то показывать. Вот прям вы будете вместе думать про эту дорогу, планировать эту дорогу. Не сейчас эта дорога, будет попозже. Да, может быть, тур купил, да, на отдых, либо какую-то горячую путевку, не знаю, куда-то он вас хочет повезти, ему важно побыть с вами вдвоем, наедине. Если вы с мужчиной общаетесь, но проживаете в разных местах, скорее всего, билеты купил. Либо он к вам едет, либо он для вас билеты купил, для того, чтобы вы к нему поехали. Ну, прям много будет разговоров, и как-то вот прям неожиданно, да, либо вы не ждали, не готовились именно в этот период времени получить от него эти билеты, да, либо такое приглашение. Так, еще здесь подруга
подруга, близкая подруга, но она вам в чем-то наврала, либо какой-то нехороший поступок за вашей спиной сделала. Совесть ее очень мучает, и она очень боится, что вы узнаете о ее этом поступке, либо о том, что она вам наврала. Смотрите, она несколько раз будет заходить к вам с разговором, и у нее не сразу получится вам признаться. Девочки, прежде чем ее судить, да, либо выносить вердикт по поводу ее действия, поступка, пожалуйста, примите к сведению такую информацию. Эта женщина, она плохого не хотела. Вот не хотела и все. Знаете, бывают такие ситуации, что вот, ну, как говорят, бес попутал, да? Вот у нее похожая ситуация. Может, она была в каком-то состоянии, да, нестабильном. Может быть, под эмоциями была. Но вот как человек сделал и не подумал. Либо наоборот, когда она это делала, она ошиблась, да, какие-то ошибочные мнения, суждения у нее были. Дайте ей возможность оправдаться и не судите строго. Смотрите, она хорошая подруга. Она неплохой человек. Боже мой, мы все не без греха, да, каждый из нас может оступиться. Главное, что она осознала, что была неправа. Главное, что она пришла вот с покаятельным разговором, будет просить у вас прощения. Да. Нашкодила ваша подруга, и прям смотрите, как ей неудобно. Она ведь мучается. Вот сколько времени, вот с момента этого поступка, либо действия, да, она все время мучается. Совесть-то ведь покоя совсем не дает. Прям вся измучилась из-за этого, неспокойно. Любит вас, не хочет вас терять. Признается. В чем-то она вам признается. Так, и еще. Здесь какое-то было правонарушение по отношению к вам. Что-то могли у вас забрать, похитить, украсть, испортить. Виновный найдется. Найдется виновный, и вы будете в шоке. Вы думали об одних людях, да, либо вы думали вот какое-то стечение обстоятельств, а тут прямо кажется, то ли очень пожилые люди вот делали эту гадость, шкоду, то ли совсем какие-то маленькие дети, да, и вы злы, я вижу вашу злость, и я вижу, что она праведная злость, да, то есть вы имеете право на это. Но когда вы узнаете, кто виновник, да, кто это все натворил, сделал, вы прям так руками всплеснете, скажете, вот что делать, да, как я могу там против пожилых людей выступать, либо против детей. Скорее всего, вы постараетесь смягчить, наказание, либо, может быть, отзовете свою жалобу, заявление. Вот какие-то действия с вашей стороны будут. Вам жалко станет тех людей, кто совершил это правонарушение. Станет жаль. Так, еще. Здесь какой-то финансовый вопрос, либо финансовый спор разрешится. Смотрите, может быть, вы кому-то должны, либо кто-то вам должен. Может быть, это какие-то кредиты, долговые обязательства, да, какой-то вот вопрос по поводу этого. Это большая проблема для вас и большая, серьезная такая головная боль. Вопрос этот разрешится при участии, либо содействии каких-то, я не знаю, это какое-то учреждение, сотрудники каких-то учреждений. К сожалению, не показали. Может быть, это банковские сотрудники, может быть, это какие-то правовые организации. Вы будете как перезаключать, переоформлять документы. Вы как будто бы документы одни, да, изничтожаете, то есть аннулируете, а другие документы вы подписываете, заключаете. Вам как возможность будет дана. Возможность, допустим, облегчить свое кредитное обременение, долговое обременение. Либо человек, который должен вам, как гарантирует вам, пусть не сразу, но со временем выплату своего долга.
То есть какие-то документы будут подписаны. И вы знаете, это прекрасный вариант, это прекрасный выход из сложившейся ситуации. Я вижу, что вы будете довольны. Я вижу, что это удачное завершение вот какой-то тягомутины, да, связанной вот с финансами, с деньгами, с долгами, да, с этими всеми проблемами. Ну, разрешится. Главное, что благополучно. Главное, что вы успокоитесь. И вот кто-то груз с себя скинет, а кто-то вот от головной боли избавится, да, что вот мне человек должен и не возвращает. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.